Маш дуался хамсарнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лила, и вы на канале Как-то так у Лилы. Я сегодня хочу вам показать свое приобретение. Вот такой вот автоклав, Малиновка 3. Это очень хороший помощник на кухне. Как заявлено, ну и мы проверим, действительно ли это так. Значит, пришла эта посылка довольно-таки быстро, но я уже несколько, даже, по-моему, неделю никак не могу дойти, у меня руки не доходят до того, чтобы посмотреть, что же это за автоклав, приготовить себе тушенку. Ну вот сегодня все-таки выкроила момент, только что отправила, еще не все, отправила заказ, заказчики приехали, но у меня еще жарится уточка, но это другая история. Значит, что? Будем с вами сегодня делать тушенку, как я сказала, и смотреть, что же это за автоклав, и можно ли его кому-то рекомендовать. Так что вот как-то так. Сейчас я достану, и мы посмотрим. Так, Ибрагим, ты мне поможешь достать? Так, ну что вот, мои дорогие, вот такой вот автоклав, он на 42 литра. И сразу скажу, что в действительности у меня еще один был автоклав, а не сравнится пока по качеству, я имею в виду по качеству материала. Вот это вот все такое тяжелое. Да, вот такие вот крышки для банок идут в подарок. Спасибо вам большое. Вот эти вот, ну, куда ставить баночки, я не знаю, как это называется. С этим разберутся мои сыновья. Сейчас они прям тяжеленные. Вот сразу видно, что металл, что это, что это все вот тяжелое. Она тоже тяжелая. Хотя, да, конечно, лучше было бы, да, нет. Но все равно материал, когда хороший, он тяжелый, друзья. Поэтому очень хорошее качество пока, по качеству. А потом посмотрим, как... Ну, сразу уже видно, что сделано добротно, сделано хорошо, значит и работать будет прекрасно. Вот сейчас мои сыновья разберутся с этим делом. Я, сами знаете, небольшой знаток всего этого. Вот. Моя подруга Галя постоянно говорит, что вот Володя приготовил сегодня тушенку из крылышек. Или приготовил тушенку, кашу с каким-то мясом. И мне всегда тоже хотелось это сделать. Но сегодня мы просто приготовим чисто тушенку из мяса. А потом уже буду готовить и остальное. И, конечно, буду вам показывать. Вы же хотите, чтобы я была на связи. Буду стараться вот так вот моментами как-то выходить. Так, ну все, сейчас, Ибрагим, давай. Позови, наверное, Джабраила. Он у нас больше занимается этими вещами. Больше получается у него. Зови и давайте собирайте. Так, друзья, ребята вот так вот мне собрали. Как видите. А я тем временем нарезала мясо себе. Баночки у меня еще с утра помыты стоят. Ошпаренные кипятком. Мы сейчас будем быстренько все это делать. Так, крышки. Крышки я тоже сейчас, чтобы не мешали, перекинули сюда. Что-то моя уточка вроде бы и говорит заказчица, что она молодая. Но уточка у меня уже стоит почти 3 часа, еще и не готова. Я не знаю, что делать. Еще минут 10 постоит и отправлю. Надо было у меня, если я сейчас скажу, опять скажут, то этого не бывает, то того не бывает. Но вот не бывает у меня тоже. Рукав для запекания закончился. Если бы в рукаве для запекания уточка стояла бы хотя бы часа полтора-два, то потом можно было бы открыть, и, по-моему, мне кажется, была бы быстрее бы приготовилась, хотя в фольге она у меня была. Вот. Ну, как только открыли магазин, послала, переложила ее в рукав, не знаю, что будет. Хочется, конечно, отправить вовремя и хорошо, чтобы прожарилась уточка. Так, значит, в этом автоклаве, как я сказала, качество прекрасное. Есть вот такая вот инструкция, руководство для пользователя. Значит, здесь все, как это собирать, как это все делать. Но я не заморачиваюсь, потому что для меня это все делают за меня мои ребята. Так, ну вот все тут есть. Сборка, как собрать, как все это сделать. И здесь и самое главное, вот именно для меня, что тут нужно. Тут, значит, есть рецепты. Вот. И
И написано, сколько минут все это нужно сделать, какая температура должна быть. Вот схема стерилизации стоит. Вот видите, вот это уже для меня, можно сказать. Рецепты. Так, сейчас я вам скажу, сколько тут рецептов здесь, по-моему. 18 рецептов. Видите, даже салат овощной кубанский здесь есть. Так, что еще? Икра из баклажан, солянка с мясом. Ну, это рецепты. Плов узбекский, гречневая каша с говядиной. Вот эту я обязательно сделаю. Рыба натуральная в масле тоже можно будет сделать. Гуляш. Ну, паштет у меня не будут есть. Курица, собственно, соку можно сделать. Ну и вот просто мясные консервы. Тут свинина тушеная. Просто обычная сделаю сегодня просто из говядины. Тут, правда, есть лук, но я не буду добавлять лук. Нам не нравится, чтобы что-то было лишнее. Лук можно добавить потом, когда, например, тушенку разогревать или жарить, или с чем-то, с каким-нибудь гарниром, да. Вот так вот. Сейчас я возьму весы. Где-то на пол-литровую баночку по инструкции идет, что нужно 440 грамм мяса. Так. Значит, сейчас тара. Тут у меня мясо, как видите, специально я купила его с жирком небольшим, чтобы и будем класть кусочки и с жиром, и без жира. Так, несколько горошин черного перца, 3-4 горошинки, наверное, вот так вот. И много лаврового листа я не люблю, буквально вот столечко, больше не буду класть. Так, у меня лавровый лист промытый и высушенный, я его сразу промыла, поставила себе, чтобы потом как-то не заморачиваться, высушила. Так, жирного, наверное, хватит. Сейчас я... Правильно делаю? Да, мясо сырое 440 грамм нужно. ها مش ده؟ خود болгар да цеха. Ну, а вещь ты можешь импортный дордить? Что дордить? Çok değerdir. حطيت له فوتوغرافيا دقيقة. عاد يوم دوك كشرك فرشة واحدة أو فرشة واحدة بيرس ديزر شنو أو هاي 20-25 десь. Так, посылала сына за капустой и как ее перцем, потому что у меня нет, он меня ждал, правда, долго, но у меня нет времени, пока еще и уточка моя не запеклась, поехать не могу, а тем временем, пока уточка запечется, пока я сейчас справлюсь со своими делами, так, значит, все 445 грамм, вот так вот. Угу. Уже и рынок разбежится, поэтому он говорит, нет красивого болгарского перца. У меня сегодня заказ, фаршированные болгарские перцы и голубцы в замороженном виде. Конечно, ребята не могут выбрать, как я, но тем не менее я его послала туда. Так, теперь перчик. Ну, вот так вот, друзья, я не буду вас томить. Вот так вот наполню все баночки. Каспер, мясо почуял. Так, все, по баночкам разложила. Значит, у меня из моего количества мяса, я сейчас точно не помню, сколько у меня его было. 2, 4, 6, 8 баночек получилось. Так, сейчас налим и 5 грамм соли надо на эту баночку. Чайная ложка 13 грамм получилось, значит пол чайной ложки примерно, да, но я лучше буду каждую баночку взвешивать,
Диной. Вчера тоже она здесь у нас была. Вместе делали с ней заказ. С малышами, конечно, трудновато, но ничего. Она просто мне помогает. Все. Теперь дальше уже зову сына. И дальше будем вам показывать. Так, ну, значит, разговаривала, вложила соль, все это, но без микрофона. Просто по 5 грамм соли, короче говоря, в каждую баночку, друзья. Получилось, значит, у меня, как видите, 7 баночек с моего количества мяса. Мясо красивое, ну, посмотрим, я надеюсь, и тушеночка будет красивая, сладкая, вкусная. Вот как-то так. Между прочим, у меня были и даже заказы на тушенку, но тушенку вряд ли я буду продавать, потому что я этого дела очень боюсь. Если как-нибудь хорошенечко набью руку, поставлю на поток, может быть, и буду продавать. Ну, для своих родных, как бы, да. Все, теперь зову сына. Так, ну все, собираем. Теперь закрывают крышками. Пока сегодня пробные. Так, вот закручиваем крышками. Сегодня пробные, как я сказала. Вот. Так вот устанавливается. На 28 баночек предназначен автоклав. Так, значит, все установили. Эти баночки, как я сказала. Ибрагим, на сколько баночек? На 28? Ты читал? На 28, если короче. 0,5 вот такие, на 28. На 28. Если 0,5, то 28 баночек. Так, значит, 2 литра ты налил воду? 1,5 литра воды туда налито. Сейчас ставим туда и закручиваем наш автоклав. Давай. Поставим под навесом, потому что тут жарко. На 120 градусов, по-моему, да? Где, возьми, Ибрагим, инструкцию. На 120 градусов. По-моему, или от 30 до часа я видела. Дальше. Еще дальше. Вот где, вот. На 120. От 30 до 60 минут, короче говоря. В принципе, ничего сложного, но я все-таки всегда перестраховываюсь, и это делают для меня мальчики. Так. Несложная конструкция, можно и самой все сделать. Так, а термометр куда устанавливать? Так, вот, установили термометр, значит. Это датчик давления же. Все, и теперь ставим на газ. На сильный огонь сначала, по-моему, да, Джабраил? Да. И потом уже устанавливаем, чтобы температура держалась на 120. Надо регулировать температуру. В принципе, ничего сложного. Ну все. Как только будет готова наша тушеночка, я вам ее покажу. Так, ну что, мои дорогие, значит, тушенка у меня, походу, должна быть уже готова. Сын мне ее принес. Она уже остыла. Сейчас посмотрим, сколько там, 46 градусов. Будешь доставать? Давай, доставай. И посмотрим, что у нас получилось. И Джабраил говорит, что вот эта крышка безопаснее, да, чем у этого автоклава. Крышка намного безопаснее. Овальный вес. Вот так вот. Ну, она будет видно, бывает красивее, когда она остынет. Да? Ну, сейчас еще горячая, конечно. Мы дадим ей остыть и вам покажем уже
в остывшем виде. Так, у нее есть краник, в который можно слить воду. Вот такая вот тушенка. Так что я рекомендую вам, друзья, купить, если вы хотите, думали приобретать, купить автоклав от фирмы Малиновка. Так, мы баночку открыли. Джабраил, она говорит, поесть в горячем виде. По-моему, соль нормально, да? Мы тот раз из утки делали. Немножко солоноватая тушенка была. Это прям очень вкусная. Видите? Мясо прекрасно. Сварилось, готово. Вот это вот, наверное, как остынет будет. Зажелировано. Мне нравится в холодном виде тушенка. Ну, как нравится. В принципе, я не очень люблю ее. Но иногда можно поесть. Особенно, когда мама готовит кому-то. А моим домашним бывает нечего поесть. Сегодня Ибрагим заходит утром. А нет, в обед заходит. Что у нас есть поесть? Я говорю, котлеты в холодильнике. О, а их можно поесть? Я говорю, а почему нельзя? Ну, не знаю, говорит, обычно ты же готовишь на продажу. Я не знаю, что можно, что нельзя кушать. Так что, вдруг, если мама не успеет что-то приготовить, у них будет тушенка. Но ее, конечно, мало. Мы купим еще мясо и сделаем. Еще из курочки надо будет сделать. И каши разные. Так, мои дорогие, это уже второй день. Я вам обещала показать уже остывшую тушенку. Но она полностью еще не остыла, потому что в холодильнике у меня нет места. Стояла так в кладовке. Но все равно, видите, подостыла. Снимаю, как я говорю, уже второй день. Значит, смотрите, очень удобный автоклав, хочу вам сказать. И видите, вот это специально положила, я уже помыла, убрала его. Вот такая вот ручка съемная, это удобно. Что еще вам сказать про автоклав, чтобы как-то было бы понятно. Мы еще, как раз у меня дочка сегодня в гостях, мама говорит, может быть, ты на продажу бы сделала, или просто даже сказала, может быть, кто-то еще приобретет, потому что у нас, вы сами знаете, что у нас у мусульман мясо только халяль мы едим, да, а у нас очень много студентов, это малыш наш, много студентов, которые учатся за пределами нашей республики, и им всегда родители отправляют от нас мясо. Мясо, курочек, все такое. Но вот было бы здорово, Мадина говорит, мама говорит, как бы здорово было, да, вот студентам отправить именно тушенку, уже готовую просто тушенку, ну, туда же добавить кашу делать. И студенты пришли с учебы, разогрели и поели готовый там, обед или ужин. Так что тоже у кого есть студенты за пределами нашей республики, в принципе, автоклавы недорогие, тут их у них от Малиновки очень, ну, 3 вида, по-моему, я точно не помню, но 3 вида, по-моему, на, сколько там было, на 26 банок? 26, 35, 42. Вот, Ибрагим сказал вам. Это самый большой на 42, но имейте в виду, что такой вот большой лучше брать, если у вас есть плиты, которые, ну, под навесом где-то, потому что на кухне, наверное, она будет слишком высокая для вас. Лучше покупать пониже. Мне удобно, у меня есть и плита на улице, и такая обычная плита, и есть специальная такая самодельная, на которой все помещается. Поэтому мне удобно, я и выбрала такую. А для квартир, для домов, у кого нет там под навесом газовых плит, то лучше покупать поменьше, которую объемом. И еще у них еще есть электрические, так что можете, у кого есть нет газовых плит, то можно электрическую. Но у нас электрическая очень слабая, поэтому мне электрическая не подходит. Вот. И как я уже как-то ознакомилась с книжкой, да, ну пока только ознакомилась, а так хочу действительно, потому что вот Галинка, моя подруга, всегда говорит, что муж ей приготовил то рыбную консерву, то такие консервы, то овощные консервы, то мясную консерву. И я как-то все время сижу, думаю, да, мне тоже надо. И поэтому вот действительно
будем с вами делать консервы. Просто сейчас у меня немножко напряженный, хотя немножко, у меня уже больше года идет напряженка. Не знаю, каждый раз думаю, вот этот заказ отдам, я разрулю. У меня будет и время и снимать, и будет время что-то делать, и для семьи делать, но никакого времени у меня все-таки не остается. И вы видели, что я делала? То ли 6, то ли 7, я уже не помню, вчера, по-моему, 7 баночек я сделала, да? Из этих 7 баночек осталась только одна, потому что Мадина себе сразу поставила 2, Танзили я отправила, и пацаны сразу сели, поели. Так что ее нужно делать действительно. И я Джабраилу, второму своему сыну, я говорю, надо делать тушенку. Мама говорит, ты эту тушенку сделала, еле-еле собиралась, никак не собралась. Я говорю, а в следующий раз, я говорю, тушенку будет делать ты и Ибрагим. Так, ты... И кушать будете. И кушать. Ибрагим и кушать будет. Захотел покушать. Им очень вкус понравился. Я говорю, лучше мясо, может быть, это оставьте, а пожарим мясо быстренько. Говорит, да неудобно, мам, давай, чтобы тебя не ждать, чтобы тебя не утруждать. И тушенка идет на ура, короче говоря, друзья. Поэтому я вам рекомендую этот автоклав. Я еще у себя в группах, в кулинарных каких-то, не в своей кулинарной группе, а в каких-то кулинарных группах стою. Там спрашивали, есть ли автоклав в продаже, в магазине этой, техники. Так что я им тоже, девочкам, скажу, что вот автоклав хороший. Пока не проверив, не просмотрев, я не хотела никому рекомендовать. Тушенка получилась действительно очень вкусная, но и мясо тоже было вкусное, хорошее. Так что будем пробовать в следующий раз. Скорее всего, я буду делать из курочки, а потом уже и рыбную хочу сделать. А дальше еще, может быть, каким-нибудь, чем стерилизовать. Вот банки, которые нужно стерилизовать, да, соленья, я попробую тоже сделать. Никогда не делала в автоклаве. Сделаю в автоклаве и посмотрим, что из этого получится. И я вот прочитала, я точно не знала, меня спрашивает Джабраил, сын мой спрашивает, мама, а сколько вообще по времени можно хранить? Я говорю, наверное, долго, раз уж, если бы нет, то это. Он, Ибрагим, прочитал и сказал, что 2-3 года спокойно, без холодильника. Нет, если, не знаю, какие там требования, но если учитывать требования хранения, то 2-3 года. Где-то подвальное помещение, наверное, такое прохладное помещение, наверное, можно хранить 2-3 года. Поэтому это очень хорошая вещь, это очень хорошее подспорье. Я вам ссылочку на их магазин, интернет-магазин оставлю в комментариях. Закреплю в комментарии и оставлю в описании ролика. Так что заходите и приобретайте. Действительно хорошая вещь в доме, очень хорошая вещь в доме. Это очень хорошее подспорье. Даже немножко подумываю сделать ее на продажу, потому что у меня было это предложение где-то, может быть, год тому назад. Моя подписчица мне писала, почему вы не делаете, если вы будете делать из качественного хорошего мяса, пускай она будет дорогая, но у вас ее будут приобретать, у вас ее будут покупать. Может быть, но для этого нужно, конечно, много всего, и сертификаты, чтобы были. Это не просто так взять и продать, поэтому я немножко побаиваюсь этого дела пока. Это мне нужно узнать, как это делается, что это делается, чтобы и сертификат качества, и, по-моему, где-то, наверное, нужно что-то, чтобы Роспотребнадзор или что, я не знаю, что-то нужно, наверное. Поэтому я еще не вникала в это, но пока будем пользоваться для себя, на продажу уж потерпим пока. Надо это все узнать. И, в принципе, даже этой тушенкой может заниматься себе, делать и Ибрагим. Несколько автоклавов купить и делать на продажу. Но, как я сказала, для этого нужно узнать, что, как, почем и зачем. И, конечно, сначала нужно много раз перепробовать, сделать ее дома. И потом уже только, если даже. Это просто так. Я с вами поделилась мыслями вслух. Все, на этом я этот ролик закончу, тем более у нас уже звучит азан, друзья, время намаза. Всех благ вам, мира и благоденствия. Автоклав, подожди, не выключай. Автоклав действительно очень качественный, хороший. Я вам сказала, что швы в автоклаве, что вот это вот все, и температурный режим, все у него в норме. Я, конечно, немножко побаивалась, но ничего там такого нет. Все нормально. И температура поднялась, и давление нормально было. И говорят, что 20 градусов именно убивает все микробы. То, что
Мы же не можем этого добиться в обычной, на газовой плите или еще что-то. А там из-за того, что вот такой процесс идет, 120 градусов, и погибают все бактерии. Так что вот так вот я вам советую. Это мое приобретение, мне очень понравилось. Если что, я для вас тоже этот автоклав Малиновка 3 советую. Покупайте.